Так, всем привет! Я вижу, что это Амелия подключилась. Да, Амелия? Никита, вижу. Угу. Так, я немножко затупила, потому что это мой первый прямой эфир. И что-то я вот минуту не смогла подключиться. Так, пока у нас 3 участника. Юху! Немножко подождем. Угу. Давайте подождем. Я специально сегодня осталась в офисе, чтобы провести с вами интервью, ребята. Амелия и Никита. Кто еще? Даша, где у нас? До Андрея я не смогла дозвониться. Он не отвечает в WhatsApp, также не берет трубку. Какое-то странное освещение, но... Еще 2 минутки. Подождем. Потому что, я думаю, будет важно, чтобы люди с самого начала присоединились к нашему интервью. Угу. А своих друзей вы не позвали, кстати, ребята? Угу. Да, я тоже волнуюсь, Амелия. Так. А, вот же тут видно. О, боже. Но в любом случае запись этого эфира у нас сохранится в ленте. Так что в любой момент люди могут включить и посмотреть нашу встречу. Так, ну давайте, наверное, уже начнем. Всем еще раз здравствуйте, кто только что присоединился. Меня зовут Лия, я специалист Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия, отдела профориентации и карьеры. Сегодня мы пригласили очень интересных и классных ребят, о которых мы узнали 2 октября. Что было 2 октября? 2 октября у нас было торжественное открытие нашего Центра опережающей профессиональной подготовки, а также мы в этот день отмечали 80-летие профессионального образования. Вот. И в честь этих дат наш центр провел очень интересный и полезный, самое главное, самый полезный конкурс, онлайн-конкурс для студентов СПО. Всем еще раз привет. Вот. Одной из задач данного конкурса было побуждение студентов к размышлениям о своей профессии, о своей выбранной профессии, да, и также вообще о своем профессиональном будущем. Угу. Вот. В конкурсе всего приняло участие 108 участников. Мы были сами в шоке от такого большого количества. Всем, кстати, спасибо за участие, ребята. Мы все ваши работы прочитали досконально, да, и были очень удивлены, что в нашей республике такие клевые ребята. Вот. И вот всего было 108 участников. Среди них вот хочется отметить и поблагодарить Жатайский техникум, Намский педагогический колледж имени Винокурова, также Якутский технологический техникум сервиса Готовцева имени Готовцева, да, и Мирнинский региональный технический колледж.
Вот с этих образовательных учреждений было очень много участников, и хотели бы поблагодарить за столь активное участие. Вот. И вот, так, что я еще хотела сказать, что я начала волноваться. Вот, как я уже сказала, в конкурсе было всего 108 участников. Наше жюри выбрало 3 победителя. А также мы отметили одну еще работу очень такой классной девочки, студентки. Ну, об этом мы узнаем сегодня, хорошо? Так, хотелось бы сейчас пригласить победителя нашего конкурса «Старт в профессию» Никиту. Никита, пожалуйста, отправь нам запрос. Я включаюсь. Вижу. Алло. Никита? Здрасте. Здравствуйте, Никита. Как дела у тебя? Ну, пока нормально. Нормально, отлично. Меня слышно, да? Да, тебя слышно. Я слышу тебя. Угу. Как тут чат скрыть? Не знаю, я впервые в прямом эфире, я сама как бы не разобралась. Да, у меня тоже Давайте, давай, первый Никита, попросим сейчас, чтобы все наши гости по моей команде сейчас отправили в чат свои 3 часто используемых смайлика в телефоне. Давайте попросим их. Угу, Никита. Пожалуйста, участники, гости нашего эфира, отправьте нам сейчас 3 часто используемых смайлика в чат. По команде 3. 1, 2, 3. Пожалуйста. Угу, вижу ЦОП. Классные смайлики. Да, веселые смайлики. Тут мой одногруппник. Да, он из... Угу. Ой, мили сердечко. Угу, верим. Ой, столько сердечек. Спасибо всем. Так, ну давайте начнем. Никита, я попросила каждого победителя, да, призера, подготовить 5 фактов о себе. Что ты хочешь о себе рассказать? 5 фактов. Я вроде не успел придумать. Ну, начнем. Вот, меня зовут Никита. Это уже первый факт. Понимаешь, да? Угу. Ну, я Никита, мне 20 лет. Угу. Типа так? Да. Угу. Где ты учишься? В колледже связи. Колледж энергетики и связи. Да, какая твоя специальность? Аудиовизуальная техника. Сокращенно АВТ-19. Угу. Что бы ты еще хотела себе рассказать? Ну, у меня тут есть татуировка на шее, и вроде все. О, классный факт. Да, интересно. Хорошо. Так, ну давай начнем, да, играть. Сегодня мы хотим провести интервью в таком необычном формате, а именно в формате игры. Игру мы выбрали. О, тут пишет, он баскетболист. О, интересный факт, Никита. Ну, я вроде писал в это. Угу. Итак, мы решили провести интервью в необычном формате, чтобы и участникам было интересно, и нашим гостям, да? Итак, интервью пойдет в формате игры «Правда или действие». Все мы хотя бы раз в жизни играли в эту игру, да, в смешную такую, местами глупую игру. И
Эта игра, оказывается, была придумана в 17 веке, но она не устарела даже спустя 4 века. Представляете, да? Сейчас многие тоже играют в эту игру. Перед игрой принято оглашать правила, да? Так, каждый участник должен выбрать правду или действие. Правду или действие, да? Если он выбрал правду, он должен честно, искренне ответить на вопрос. Если же он выбирает действие, то он должен сделать действие, которое я назову. Хорошо? Окей. Согласен, да, Никита? Окей, ну давайте начнем. Итак, Никита, правда или действие? Первый. Правда? Правда. Скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь списывал на контрольных или на экзаменах? Да. Можешь рассказать об этом? Я вроде постоянно списываю. О, окей. Следующее. Правда или действие? Правда. Правда. Каковы твои карьерные амбиции? Их размер или... Ну, прям, вообще, как ты представляешь свой карьерный рост? наверное, в сфере медиа. Угу. И кто ты в этой сфере? Ой, пока не знаю, если честно. Хорошо, идем дальше. Какой предмет ты больше всего ненавидишь? Химия. Угу. Хорошо. Следующее. Правда или действие? Я забыла спросить. Правда или действие? Правда? Как Правда. скучно, да? Да. Хотя бы один раз выбери действие, да? И, так, Ладно. ты выбрал. Ты когда-нибудь пропускал уроки, говоря неправду Да. об этом родителям? Родителям своим. Да. Хорошо. Следующее. Правда или действие? Ладно, действуй. Действие. Сейчас ты должен спеть песню «Елочка» в стиле рэп. Попробуешь? Можно, правда, да? Нет, все уже, ты выбрал действие, значит, надо выполнять действие. Таковы правила. Ну, хотя бы 2 Елочку. строчки. Да, елочку, хотя бы 2 строчки. Песня «Елочка», все мы знаем эту песню, да? В В стиле стиле рэп. рэп. Да. Ну, зачитать, Это да? Не обязательно нужно спеть, а просто даже. зачитать. Да. Ну, как-то, чтобы это было музыкально. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом тройная была. Или что там, я не помню. О, классно. Спасибо, Никита. Хорошо. Так, следующее. Правда или действие? Правда. Правда. Кто помог тебе выбрать твою специальность? Кто помог? Как ты выбрал свою специальность? Наверное, люди по ту сторону интернета. Что еще раз? Люди по ту сторону интернета. Интересно, а как это? Как они помогли, как они повлияли на твой выбор? И кто это люди, я не поняла, если честно. Ну, люди из интернета. То есть мне тебе посоветовали, да, получается? Можно и так сказать. Хорошо. Правда или действие? Правда. Правда. Если бы у тебя были деньги и ресурсы, чтобы начать бизнес, что бы это было?
Какой бизнес у тебя был бы? М, Вот тебе пишут, давай, Никита. я сейчас не вижу. Мгм. Если бы у тебя были деньги и ресурсы, чтобы начать бизнес, что бы это было? Студию звукозаписи или лейбл. О, классно! Классная идея. Хорошо. Правда или действие? Правда. Опять правда, да? Ладно. Кто твой краш и почему? Я знаю, что сейчас молодежь использует слово краш. Да. Я вычитала в Наверное, интернете. Эмили Бет. Мгм. Кто она Это и актриса из почему? Мгм. сериала «Стрела». О, будем знать. Помните, да? Нет? Нет, нет. Ты можешь потом написать в комментах ее имя, правильно, и сериал, в котором она снимается. То есть ты считаешь, что она талантливая, да? Да. Мгм. Хорошо. Правда или действие? Правда. Опять правда. Мгм. Какая у тебя была кличка в детстве? Кличка, как еще там, погоняла, как там еще называли? Вроде Как не было. сейчас называют? Не было? Мгм. Да? Мгм. Да. Идем дальше. Правда или действие? Правда. Опять. Выбери действие. Ладно. Какая самая глупая вещь, которую ты когда-либо делал? Самое глупое. Да. Которую ты когда-либо делал. Попробовал наркотики. Под этим я подразумеваю сигареты и алкоголь. Угу. Хорошо. Ну, не хорошо, что ты это попробовал, да, а хорошо, что ты считаешь, что это глупо. Мгм. Следующее. Правда или действие? Действие. Действие. Супер. Тебе нужно сейчас говорить с иностранным акцентом в течение 5 минут. Ну, давайте сократим. В Вот, течение 1 минуты. вот, С иностранным акцентом. Тебе задание понятно? да. Мгм. Так, значит, получается, ты где-то вот 2 вопроса отвечаешь, давай, с английским акцентом. Хорошо, Никита? Да, я понял. Мгм. Окей. Так, правда или действие? Правда. Мгм. Ам, Какой была твоя самая странная мечта? Не забываем про акцент. Стать археологом. Мгм. Отлично. Э, Правда или действие? Правда. Что бы ты сделал, если бы стал президентом? Что бы ты сделал, если бы стал президентом? Не изменил бы Конституцию. Точнее, поправки в Конституцию. И Мгм. это отменил бы короче, церковь мне, ну, я не давал бы церкви деньги. Мгм. Вроде все.
Интересно. Хорошо. Правда или действие? Правду. Я с акцентом. А, Нет, минут. Я уверен, что минута уже прошла. да, мы забыли совсем про задание. Так, правда, да, или действие? Да, Действие. Правда? Действие. да, Что да? Действие или правда? правда. Мгм, хорошо. Никита, представь себе, что однажды просыпаешься ты, да, и понимаешь, что стал невидимкой. Что ты будешь делать? Вот это сложный вопрос. Мгм. Подумай хорошенько. Что однажды ты проснулся невидимкой, и что бы ты сделал? Давай помечтаем. Остальные тоже могут писать. Ограбил бы банк. Интересно. Что еще? Все? Ну да. Все. Ага, хорошо. А что бы сделали вы, уважаемые гости нашего эфира? Что бы вы Интересно. сделали, если бы вы однажды проснулись и поняли бы, что вы стали невидимкой? Напишите, пожалуйста, в чате. Мгм. И последнее давайте. Правда или действие? Правду. Правда. Хорошо. Если бы ты был супергероем, то какой была бы твоя сила? Управлять пространством и временем. Все. Классная сила. Да, отлично. Хорошо. Никита, Вроде нам все, не да? удалось... Что? Вроде все, да? Ага, да. Но я хотела бы еще в конце, да, задать тебе еще несколько вопросов, да, не с выбором, да, а просто задать. Скажи мне, пожалуйста, как ты черпаешь свое вдохновение? Мы были очень вдохновлены твоим сочинением, твоим эссе, да, ты очень красиво все расписал, и мы так удивились, что у нас есть, оказывается, такой классный парень, который учится и любит свое дело. Пожалуйста, расскажи о своем деле, о своем хобби и вообще, как ты проводишь свой день за занятием, да, своим любимым делом. Ну, я черпаю вдохновение из интернета, скорее всего. Угу, Просто случайно. угу, И у меня есть интересы и, так скажем, именно что-то связанное с творчеством, а именно созидание. Это к созиданию, например, я думаю, относится именно создание музыки, рисование, угу, ну вот, например, монтаж видео, что еще. Ну и вроде все это типа относится к созиданию. А, угу. а интерес это типа компьютерный софт, его железо. Установка Ну вот там, эта, да, вот настройка. да, я также Мгм. такие предметы, так как социология и философия, например. Я в них не шарю, но просто они мне не интересны. Социология тоже. Классно. Мгм. Ну, То социология и есть, психология. Типа, социология это типа поведение масс, ну, если да, простым да, да, да. языком. Классно. То есть ты со всех сторон как бы, да, развиваешься, чтобы Ну, стать это просто интерес. профессионалом. Мгм. Ну, ты на правильном пути, Потому Никита, что молодец. люди это часть нашего окружения, и, типа, надо их изучать. Да,
Ага, конечно, ты прав. Ты абсолютно прав. И что тебе еще хочется добавить? Все? Ну, я думаю, так, что еще можно добавить? Отлично, Ведите хорошо. здоровый образ жизни. Да, это тоже очень важно. Спасибо тебе, Никита, за уделенное нам время. Нам было очень интересно с тобой поболтать, поиграть, да, и мы желаем тебе больших успехов, чтобы ты продолжал вдохновляться, чтобы ты продолжал любить свое дело, да, и чтобы никогда не грустил. Хорошо? Да, Если будут спасибо. вопросы, всегда пиши. Ты знаешь наш аккаунт Инстаграм, да? Ты на нас подписан. Вот. Хорошо. Успехов тебе, Никита. Спасибо. Пока. А теперь я приглашаю, вот нам Даша написала, что, к сожалению, она не сможет подключиться, так как у нее сломался Инстаграм. Поэтому я сейчас жду Амелию. Амелия, пожалуйста, отправь нам запрос. Да, вот. Столько сообщений. Спасибо вам, друзья, за активность. Да, он сейчас, да, он занимается в очень интересной сфере, Никита, да. Да, необычный, скромный парень, Никита, успех. Угу. Так, Амелия, где ты? Ой. Нет. Где Амелия? Или я могу отправить? Даша и Андрей, к сожалению, не смогут подключиться. Поэтому... Так, а как? Где Амелия? Что-то я это совсем не разобралась. Вот так, что ли, надо делать? Андрей? Тут, да? Так, Андрей, пожалуйста, отправь запрос. Либо я чего-то не поняла, либо реально никто не отправляет запрос. Так. Вот, Амелия отправила. Андрей, привет, хорошо. После Амелии поболтаем с тобой. Ладно? Амелия уже... Амелия, привет! Здравствуйте! Как твое настроение? Как дела? Отлично, все очень хорошо. Отлично, хорошо. Так, ну давай-ка начнем. Амелия поразила своим искренним, таким необычным своим эссе, да, что мы поверх нашего регламента выделили ей приз специальный, да. Пожалуйста, расскажи, Амелия, о себе. 5 интересных фактов, да. Меня зовут Гундарева Амелия Анатольевна, я студентка 2-го курса Намского техникума. Я так обучаюсь, конечно, по необычной профессии. Для девочки это, конечно, необычно. Я мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Очень люблю слушать музыку. Люблю помогать людям, делать добрые дела. И, как-то Ой, как немножко классно. так. Супер, спасибо тебе, Амелия. Так, ну, с правилами нашего интервью ты ознакомлена, ты слушала, да, с самого начала? Ты должна выбрать либо правду, либо действие. Хорошо? Ага. И если ты выбираешь правду, ты должна отвечать искренне, максимально искренне. Да. Хорошо, давай начнем. Ну, Итак, давайте, Амелия. пускай. Правда. Первое. Правда? Окей. Да. Амелия,
скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь пропускала уроки, говоря неправду своим родителям? Вообще никогда в жизни. Я Мгм. вообще не люблю пропускать, не люблю опаздывать. Я вообще Мгм. лучше за час раньше буду на учебе сидеть долго ждать, чем там Мгм. опоздать даже на 1 минуту. Вообще Это не люблю. очень такое нужное и необходимое качество для человека. Быть пунктуальным. Да. Да, молодец. Так держать, Ага. продолжай. Мгм. Так, правда или Спасибо. действие, Амелия? Следующее. Действие. Действие. Супер. Да. Сейчас ты должна рассказать алфавит в обратном порядке. Вспоминаем начальные классы, вспоминаем алфавит Ой. и читаем, рассказываем. Так. Я. Да. Ой, да. Что-то волнуюсь вообще. Друзья, вы можете Я. помогать Амелии писать в чате, какая буква должна следовать дальше. Я, потом. Я. Помогите, Амелия. Я. Мгм. Твердый. Мягкий знак, твердый знак. Ой, вообще очень сложно. Мгм. Как Друзья, там помогите было-то? Амелии. Ну, давай тогда не с конца, а давай Полегче. сначала. А. Упростим. А, Б, Хорошо? В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Э, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ. Твердый знак, мягкий знак, Ю, Я. Ой, что-то интернет, да? Молодец. Да, все верно. Молодец. Мгм. Так, правда или действие? Пусть будет правда. Мгм. Какой самый скучный урок ты посещала в колледже? Честно скажу, Да. мне как-то урок физики очень трудно дается, и я не очень люблю на нем учиться, Мгм. честно скажу. Ну и вроде все. Ну и химия, физика, короче, я не так уж хорошо там лажу, ну и Мгм. не очень люблю, ну, Мгм. короче, для меня это как-то скучно. Мгм. Мгм. Да. Вот, Но ты, вот. наверное, стараешься, да? Понимать Да, все это. очень. Да, хорошо. Правда или Мгм. действие? Действие. Действие. Супер. Ага. Сейчас ты должна отправить в чат свои 5 популярных смайликов. Эмоджи. Смайликов? Да, которые ты часто используешь. Хорошо. 5. Обязательно. Обязательно этот, этот, этот и вот этот. Все. Сделано. Дошло ли, не дошло ли? Пока еще Мне нет, я не вижу. интернет очень плохой вообще здесь. Плохо Мгм. ловит. Но, Не, в не принципе, он нормально. опубликовано. Но главное, мы тебя видим и слышим, Эмилия. Не Мгм. опубликовано почему-то, говорит. Интересно, почему? Мгм. Грузит, О, грузит пришло, очень. да. Ой, А. классные смайлики. 2 раза даже пришло. Хорошо. Дальше идем. Правда или действие, пожалуйста? Какая правда? Правда. Мгм. Кто твой краш и почему? Мой краш — Мгм. это мой отец, Инна. Мгм. Расскажи о нем. Не, Пожалуйста. да. Мгм. Самый дорогой и мой самый любимый человек — это мой отец. И как сказать, ну, он все для меня, и мой краш, и мое все, короче. Ой, как мило, молодец. Обычно ребята говорят, что их краш это какая-то звезда, там, телеведущая. А, Это почему-то очень я мило. так не смотрю там всяко разных. Мгм. Хорошо. Правда или действие? Действие. Действие. Мгм.
Сейчас ты должна показать фото в документе. Ой, Из любого документа. Можно показать фото паспорта в паспорте. Или зачетки. если у меня нету его. Зачетка, может, у тебя есть? Вообще у меня в галерее фоток очень мало. А в документе? В каком-нибудь документе у тебя есть фотография? Нет, вроде. Нет? Я могу в личку скинуть именно. Нет, сейчас я должна вот так показать. Ой, вообще даже не знаю. Нет. Мгм. Так, ну, тогда давай поменяем действие и скажи мне, пожалуйста, Ага. сколько будет 7 9? 7 на 9? Да, 7 9. 63. Да. Верно же, да? Да, 63. Должно быть верно. Хорошо. Главное, я записала сама, да, и не знаю ответ. Записала задание. Ничего. Идем дальше. Правда или действие? Правда. Правда. Какая у тебя была кличка в детстве? Моя кличка в детстве. Мгм. м, Ой, как меня назвали-то? Меня почему-то всегда там карликом меня называли, потому что у меня очень маленький рост. И как сказать, там, гномики, Мгм. типа мальчики там дюймали. Как-то так. Вот. Мгм. Так. Правда или действие? Действие. Действие. Ты Мгм. должна сейчас в течение 30 секунд вести себя как твой любимый учитель. Ай, как свой любимый учитель? Да, кто любимый учитель? Ой, они у меня все любимые, честно Ну, скажу. выбери кого-нибудь одного учителя, да, и спародируй его. Ну, то есть сейчас ты должна быть И типа, я должна быть ответить, типа да, учительницей. да, 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 да. Мгм. А, Хорошо? Так, сейчас получается на следующий вопрос ты отвечаешь как твой любимый учитель. Хорошо? Хорошо. Мгм. Итак, вопрос. Какая самая... какая самая глупая вещь, которую ты когда-либо делала? Так, самая любимая моя, самая глупая вещь, которую я сделала. А, Как сказать? Глупая вещь. Это, например, неправильный поступок, да? Ну, вообще вещь, которую ты считаешь глупой. Это не всегда неправильная вещь. Смешная какая-нибудь вещь, не знаю. А, Обычно в общественных местах бывает там Мгм. Так, спотыкаешься. интонацию своего учителя. А, Мгм. Ты же начала? обычно, обычно в общественных местах там спотыкаешься или неправильно выразился, или что-то сделал неправильно. Мгм. Ну, как-то так. Хорошо, супер, молодец. Спасибо тебе, Амелия. Было классно с тобой поиграть, да? А теперь я хочу тебе задать вопрос, да? Скажи, пожалуйста, о себе еще как подробнее, вообще, как ты справляешься с этой нагрузкой в учебе, да? Пожалуйста, расскажи свои секретики, как ты успеваешь все. Может, у тебя есть свои Ну, лайфхаки, как успевать делать домашнее задание и выйти гулять на улицу, не знаю. ну, как сказать, начнем с утра. Надо вставать рано, а не поздно. Как сейчас делают дети там. Я же учусь дистанционно, нужно просыпаться в 10, в 11, всегда все успею уроки. Я просыпаюсь там, бывает 8, 7:30 и где-то так.
И сразу сажусь за уроки. Ну, конечно, там один урок сделаю, и пока жду другой, там покушаю, помоюсь, и потом я сделаю уроки. И как сказать, уроки сделаю, потом посижу в телефоне и сразу помогаю папе, потому что мой папа учитель, и он тоже, и, короче, ну, учится тоже дистанционно. И как сказать, мой папа не молодой человек, он в компьютере не очень хорошо разбирается, и, как сказать, вот эти он уроки пишет, и я все печатаю, и, как сказать, печатаю, потом остается время, там выхожу гулять с друзьями. Ну, очень люблю вечером погулять, как сказать, Молодец. это для здоровья все, как сказать. Да. Полезно гулять. Ну, сейчас, конечно, в такое время не советуют слишком выходить на улицу. Ну, в ограде можно. Да, молодец. Очень хорошо. Молодец, то есть у тебя весь день расписан прям по минутам, да? Да. Это, конечно, отлично, это дисциплинирует тебя и вот развивает тебя, конечно, в лучшую сторону. Спасибо тебе, Амелия, за уделенное нам время. Ты покорила нас своим участием вообще, да? Молодец, так держать. Желаем тебе удачи, чтобы ты была всегда такой веселой, милой и умной. Да, Если что, спасибо. мы всегда на связи, пиши, звони. Да, Пока. хорошо. Вам тоже удачи, спасибо, Пока. ждем конкурсов. Да. Пока. До свидания. Так, пообщались с нашей милой участницей. Теперь переходим к следующему. Андрей, мы ждем тебя. Где твой запрос? Андрей. Так, меня слышно или что тут? Ой. Алло? Так, где Андрей? Так, я потеряла сообщение Андрея. Андрей, пожалуйста, продублируй свое сообщение, я тебе отправлю запрос. Ой. Я вижу, сейчас я отправлю. Ты должен будешь принять мой запрос. Сейчас мы подключаемся к нашему следующему. Автодорожного техникума. Сейчас он расскажет о себе. Пожалуйста, расскажи. Как у тебя дела? Как настроение? Ну, хорошо. Так, нормально. В учебе все хорошо. Супер, молодец. Пожалуйста, расскажи о себе. Да. 5 фактов. Учусь в городском техникуме, закончил 9 класс. Люблю рисовать, нравится техника. Увлекаюсь мотоциклами, собирая второй мотоцикл, как бы очень нравится. Ой, классно. Молодец, хорошо. Начинаем игру. О правилах ты знаешь, да? Да. Так, начинаем. Правда или действие, Андрей? Правда. Правда. Кто помог тебе выбрать твою специальность? Ну, по большей части я сам.
как бы папа поддержал, ну, мама с папой поддержали, а так я сам поступил. Супер. Правда или действие? Правда. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь списывал на контрольных или на экзаменах? Конечно, каждый раз и сейчас так же. Да, хорошо. Правда или действие? Правда. Мгм. Какой самый скучный урок ты посещал? Ну, математика, наверное, не нравится. С 1 класса не нравилось. Ну, она Ну, все с математикой. Все, что с математикой, да. связанная, да? Правда или действие? Ну, давайте действия. Супер. Сейчас тебе нужно говорить с иностранным акцентом в течение 2 минут. Минуты. Ну, давайте. Ну, ладно. Да, 1 минуту. Давайте. Хорошо? Так, правда или действие? Что? Действие. Так, акцент свой. Иностранный акцент. Выбрал действие. Хорошо. Действие. Сейчас ты должен спеть елочку в стиле рэп. Вот, как раз. Ой. Всем привет. В лесу росла елочка, в лесу она жила. Зимой и летом Акцент. стройная. Йо, она жила. Вот так. Супер, браво. Хорошо. Правда или действие? Правда. Если бы у тебя были деньги и ресурсы, чтобы начать бизнес, что бы это было? Ну, я бы начал что-то с техникой, какой-нибудь сказать, сервис. Это был бы технический там, ну, для начала. А потом, ну, как в посте писал, что-то открыл бы с мотоциклами. Интересно. Хорошо. Что-то такое. Да, такой бы бизнес пригодился нам в Якутске. Следующее. Правда или действие? Правда. Кто твой краш и почему? Да, даже не знаю, много, их много. Всякие разные. Ну, из сериала Каха ТВ «Музыка». На Ютубе есть такой, как сериал. Там персонаж, девушку Музыка зовут. Я подумала, ага. И почему эта девушка твой краш? Ну, она веселая, она угарная. Хорошо, да, это тоже хорошее качество. Правда или действие? Правда. Андрей, если бы ты был супергероем, то какой была бы твоя сила? Сила? Сверхсила? Да, сила. Да. У всех супергероев есть сила, да? Вот, если бы ты был супергероем, какая у тебя была бы сила? Невидимость. Можно. Да. Об этой силе мечтают многие. Хорошо. Правда или действие? Правда. Правда. Если бы у тебя было всего 24 часа жизни, да? Как бы ты провел свой день? Максимально весело, активно, сделал бы то, чего никогда не делал. Ну, чтобы этот день запомнился.
связь С плохая друзьями стала. веселился бы, да? Да, вот. Мгм. Сейчас нормально, да, слышно? Да, все хорошо. Мгм, мгм. Хорошо, то есть если бы у тебя были 24 часа, ты бы веселился, да? Да, Ага, хорошо. да. И последнее. Правда или действие? Ну, правда. Правда. Ам, да. Ты когда-нибудь засыпал во время урока? Нет, хотелось спать, но просто засыпал, но никогда не спал. Молодец. Хорошо. Так. Ладно, это был последний вопрос. И в конце я хочу немножко с тобой поболтать, Андрей. Расскажи мне, пожалуйста, ну не мне, а нам всем, да? Откуда ты Ага. черпаешь вдохновение? Заниматься тем, чем я люблю? Да. Откуда ты берешь Ну, энергию? Алло? с Ютуба там, Слышно. да, связь плохая стала. Мгм. С Ютуба есть много блогеров, которые там занимаются всякой техникой, мотоциклами. Вот. От первого, от кого я вдохновился, это Владислав Павлович. На Ютубе есть такой. Мгм. Мгм. И ты учишься у него, да? Получается. Ну да, мне нравится, как он это видео делает, формат. Ну и вот после него я и купил себе первый мотоцикл. Мгм. Да, ты об этом писал в своем эссе, да? Мгм. Да. Хорошо, ясно. Спасибо тебе за участие, Андрей, за... Алло? Ой, что-то со связью. Алло, Андрей? Вот ты появился. Слышу, Ага. слышу. Спасибо за участие, да. Желаем тебе успехов, чтобы ты продолжал заниматься любимым делом, и чтобы твое любимое дело только приносило тебе радость и Спасибо. классное времяпровождение. Вот. Мгм. Спасибо тебе. Если что, Спасибо. звони, пиши нам и жди наших следующих конкурсов. Хорошо? Хорошо. Мгм. Хорошо. Да. Спасибо тебе, До Андрей. свидания. Пока. Мгм. До свидания. До свидания. Ну что ж, мы завершили наше интервью, поговорили с нашими ребятами. К сожалению, с Дашей, с девочкой, которая заняла 2-е место, мы не смогли подключиться, да, с ней. Поэтому с ней мы, наверное, встретимся в другой день, и, скорее всего, мы возьмем у нее интервью в каком-нибудь другом формате. Хорошо? И спасибо всем за участие, за активное участие, за ваши комментарии. Ждите от нас других полезных эфиров, курсов и мероприятий. Спасибо. Всем пока.